Теперь служить, да не тужить. В Ингушетии сегодня торжественно открыли сразу два отдела внутренних дел в Назрани и Икажево. Помним, чтим. Сегодня исполнилось бы 53 года герою России Ахмеду Катиеву. Бегом от старости. Беслану Гудееву 60, и он активно готовится к многокилометровому кроссу и покорению Эльбруса. Это новости 24 в студии Лейла Цурова. Добрый вечер. Сегодня состоялось торжественное открытие сразу двух отделов внутренних дел в Назрани и Икажево. Здание отвечает всем современным требованиям комфорта и защиты. Убедиться в этом лично на церемонию приехал глава региона Юнусбек Евкуров. Репортаж наших корреспондентов. Строительство нового городского отдела внутренних дел начали в 2012 году. 170 кабинетов, более 80 из них для личного состава. Спортзал, актовый зал, тир. Новое административное здание построили вместо райотдела, разрушенного 5 лет назад. Тогда смертник на начиненной взрывчаткой «Газели» въехал в двор здания, где располагалась ГУВД Назрани и РОВД Назрановского района. Все произошло во время утреннего построения. Погибли 25 человек. Им посвящен мемориал памяти, который открыли во дворе ГУВД. Многие из тех сотрудников, чьи имена высечены на мемориальной плите, за мужество, отвагу и героизм удостоены государственных наград. В органах правопорядка никогда не было и не будет мирной обстановки, независимо от какой-то формы преступности. Преступность всегда была, есть и будет. И надо это понимать, что при любой ситуации, возможно, любой угрозой, и сотрудник органов правопорядка должен быть всегда начеку. Два чувства смешиваются сейчас в душе, и чувство радости за то, что мы принимаем новое здание, и чувство горечи и утраты, связанное с открытием нашего мемориала памяти. Наверное, самая главная цель сегодня – это чтобы вот этот список на мемориале, он больше никогда не пополнялся. А самым главным нашим с вами оружием достижения этой цели – это наша бдительность. Все мы видим, какая сегодня ситуация в стране. Это и террористические акты в Пятигорске, в Волгограде, на юге Ставропольского края. Все остальные дальнейшие движения, они были связаны только с позитивным движением вперед. В дар от МВД России и ГОВД по Ингушетии были переданы ключи от бронированных машин. После открытия Юнусбек Евкуров, Сергей Ченчик и Александр Трофимов осмотрели здание. В целом глава республики остался доволен качеством и масштабом проведенных работ. Далее глава и его спутники направились в Икажево, где состоялось открытие районного отдела внутренних дел. Здание отвечает всем современным требованиям комфорта и защиты. После торжественной части Юнусбек Евкуров, Сергей Ченчик и Александр Трофимов осмотрели здание. Сделала все, чтобы таких зданий ГОВД появились у нас. И сегодня, конечно, вот эта необходимость, крайняя необходимость для сотрудников при выполнении служебных задач иметь комфортные условия для подготовки и для выполнения этих задач. Начальник Главного управления МВД России по СКФО рассказал о защищенности объекта. В инженерном отношении эти здания, они обеспечены всем комплексом инженерно-технических сооружений, которые в антитеррористическом плане обеспечивали защищенность личного состава. Также запланировано строительство зданий МВД в Джайрахском и Сунжинском районах. Мария Мистоева, Фатима Кариева, Ильяс Дасхоев, Ахмед Беков. Новости 24. Сегодня Ахмеду Катиеву исполнилось бы 53 года. Он был заботливым братом, внимательным сыном, но в нашей памяти навсегда останется героем России. Профессиональная деятельность, по версии следствия, считается главной причиной его гибели. Ахмеда Катиева нет уже около 5 месяцев, но в знак уважения и почета его имя высечено на мемориале памяти и славы. В его честь назвали школу. Репортаж нашего корреспондента Магомеда Измайлова. В день рождения Ахмеда Катиева во дворе дома его родителей необычно тихо. Мать Ахмеда, Тамара Абукаровна, вспоминает, каким хлопотным и веселым был этот день раньше. С самого утра приходили с поздравлениями родственники и друзья. Навестить и утешить мать Ахмеда приехал глава республики Юнусбек Евкуров. телефон
Адам, младший брат Ахмеда, говорит, что тот был для него не просто старшим братом, но и отцом. Наш отец давно умер, и Ахмед нам его заменил. Его гибель стала двойным ударом. Я потерял и брата, и отца. Вспоминая мужа, Лейла Индиева отметила, что в первую очередь он был строг к самому себе. К себе он был очень строгим. Вот эта вот привычка, вот у него по сей день осталось, вот это вот чувство долга, ответственности в нем было всегда. Перед руководством, перед своими подчиненными. А как он воспитывал детей, ему особо не надо было от них что-то требовать, они подражали ему во всем. Ахмед Катиев погиб 27 августа. Ранним утром по дороге на работу его машина была обстреляна неизвестными. От полученных ранений он скончался. Главная версия преступления – профессиональная деятельность. В последние годы Ахмед Катиев возглавлял адаптационную комиссию, возвращавшую к мирной жизни бывших участников банд-подполья. Его имя теперь на мемориальной плите в Республиканской аллее славы в числе других героев России. Это звание ему присвоено посмертно указом президента Владимира Путина. Имя Ахмеда Катиева также носит и школа в Винарках, где он учился. Магомед Измайлов, Тимур Карахоев. Новости 24. На днях с рабочим визитом в Ингушетию должен приехать заместитель полномочного представителя президента России в СКФО Михаил Ведерников. В рабочей программе пребывания прием граждан в приемной президента страны, рабочая встреча с главой республики. Также зампред откроет учебный центр по подготовке специалистов-строителей в Политехническом колледже Назрани. И там же проведет круглый стол со студентами. Подготовку встречи зампреда обсудил сегодня Юнусбек Евкуров с членами правительства и представителями Министерства образования. Все объекты посещения Ведерникова готовы к его приему. Глава республики дал указание, чтобы все прошло организованно и на должном уровне. Афера с возмещением. Проверка, проведенная Назрановской транспортной прокуратурой, выявила любопытную схему. 8 сотрудников Назрановского линейного отдела МВД предоставляли железнодорожные и авиабилеты на себя и членов своих семей для возмещения затрат на проезд во время отпуска и командировок, в то время как билеты использованы не были. Результат таков, что необоснованные выплаты на общую сумму более 200 тысяч рублей. Следственным отделом на транспорте Следственного комитета России было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть мошенничество, по факту хищения денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием. Расследование данного уголовного дела находится на контроле Южной транспортной прокуратуры. Печальная новость. Умер участник Великой Отечественной войны Гирихан Цибоев. Будучи юношей, он добровольно ушел на фронт, защищал родной Малгобек от вражеских войск. Боевые заслуги Гирихана Магомедовича отмечены множеством наград, главной из которых он считал семью. Родные и близкие запомнили его как человека принципиального и справедливого. Сегодня проститься с Гириханом Магомедовичем пришли все, кому посчастливилось знать этого удивительно мудрого старца. В мае ему должно было исполниться 90 лет. Прошел всю войну, отчаянно дрался, храбрый был человек, хороший был человек. Многие воины, с его слов, храбрые, достойно дрались против немецко-фашистских войск. Гражданин России с законченным средним образованием, безупречным здоровьем и отличной физической подготовкой. Вот он, потенциальный кандидат на зачисление в военный вуз. Сейчас в республике идет предварительный отбор на обучение. О необходимых документах и перспективах жизни по уставу в репортаже Мадины Албагачиевой. Служба в вооруженных силах считалась престижной в древние времена. В современной жизни она актуальности своей не теряет. Ежегодно проводится отбор молодых людей для поступления в высшие военные учебные заведения. Отбор в военные вузы осуществляется в соответствии с приказом министра обороны номер 100. Мы уже получили перечень всех этих военных учебных заведений, они у нас имеются. Этот перечень, значит, передан по всем районам, наши отделы районные. И, соответственно, в Министерство образования мы один экземпляр отправили, чтобы там провели соответствующую работу. В конце марта вот так вот собираются медицинские документы. А до этого, изъявивший желание гражданин, он подает заявление, чтобы была возможность направить его эти анкетные данные для получения этого специального допуска.
Жизнь учеников Горского кадетского корпуса отличается от жизни обычных школьников. Они живут по строгому режиму дня. И дисциплина здесь превыше всего. Большинство кадетов другого будущего для себя, кроме как службы в вооруженных силах, не видят. Они с детства мечтают об этой профессии. Руслан Марзиев учится сейчас на 7-м курсе. Это последний год обучения. Просто с детства мне нравилась военная служба, и поэтому я считал, что всегда престижная работа – это военная. После окончания корпуса я надеюсь продолжить свою учебу, тоже в военный вуз поступить, Омская бронетанковый институт, там же военный институт. Его сокурсник Руслан Ведижев точно так же в будущем планирует поступить в военный вуз. На желание стать военным повлиял пример отца. С самого детства передо мной стоял военный человек, отец. Я хочу поступить в Высшее военно-московское училище внутренних войск. Для того, чтобы стать студентом военного вуза, необходимо обязательно быть гражданином России, иметь законченное среднее образование, безупречное здоровье и отличную физическую подготовку. Изъявивший желание гражданин, значит, подает заявление по месту учета в районный отдел военного комиссариата. Там он, значит, проходит медицинскую комиссию, физическую подготовленность проверяют, проверяется его профессионально-психологическая пригодность. Направляются документы, контролирующие наши специальные органы для получения допуска к сведениям, составляющим государственную тайну. Затем оформленное личное дело отправляется в приемную комиссию вуза, в которой будущий абитуриент изъявил желание поступить. Мадина Албагачиева, Муса Хамхоев, Новости 24. Совершить кросс до Грозного и покорить Эльбрус – две абсолютно четкие цели заядлого спортсмена и любителя жизни. Беслану Гудиеву 60, но вот такие импровизированные марш-броски, в том числе и восхождение на Столовую гору, для него способ держать себя в активной физической форме, не говоря уже о духе. Зарема Бекова встретилась теперь уже профессиональным бегуном и гордостью его 17 внуков. Он одевает спортивный костюм и бежит тренироваться на стадион каждый день и в любую погоду. Беслану Гадиеву в феврале исполняется 60 лет. Он полон сил и здоровья. Сколько себя помнит, занимается спортом и агитирует здоровый образ жизни. До 68 года мы жили в Мужичах. И вот с детства интерес у меня к гимнастике, спортивной гимнастике. И бегать, и прыгать, и даже скрепочно, вот обыкновенно досок старались сделать лыжи, с горы спускались. Всего понемножку для себя занимался. А бегом действительно увлекся где-то лет 15, вот так вот назад. В нашей республике не так сильно развит этот вид спорта, говорит он, и поэтому не помышлял о том, чтобы заниматься бегом профессионально. Впервые побежать он решил после того, как увидел сюжет по телевизору, в котором награждали его кумира, самого пожилого бегуна в Ингушетии Весенгира Барханоева. Когда было награждение Барханоева Весенгири, президент ему машину подарил за спортивные достижения, за участие в спортивной жизни. И вот тогда президент как бы пригласил людей, пожилых и молодых, и пожилых, чтобы начали бегать, занялись бегом. Ну вот после слов приглашения, после слов президента, чтобы уважить, как говорится, его призыв, я начал интересоваться, где у нас, что за бег. И вот первый забег, вот честь генерала Асканова. После тех пор я, после слова президента, как говорится, можно сказать, что я вошел, как говорится, в профессиональный бег. Беслан примерно семьянин, у него 5 детей и уже 17 внуков. К сожалению, никто из детей не пошел по его стопам, рассказывает он. Младший сын занимается спортом, но это самбо и боевое дзюдо. Теперь вся надежда на внуков. С удовольствием рассказывает о своем восхождении на Столовую гору. В первый раз ему досталось 3-е место, его обогнали более молодые спортсмены. Но во второй раз он все же доказал, что в спорте нет финиша. Самая первая награда. Первый кубок, первое участие в забеге, это в честь памяти генерала Асканова, первый герой России. Поэтому она, как говорится, любимая и, можно сказать, что дорогая. Он не собирается останавливаться на достигнутом. Много планов и побед. Весной он собирается совершить кросс до Грозного. Также вместе с Барханоевым они собираются покорить Эльбрус. Для человека нет ничего невозможного, считает он. Когда жили в Мужичах, это где-то лет 11-10, но не больше, про басмачей.
И вот там старик сидит, пел на домбре. Ну и диктор переводит его слова на русский язык. И там в эти слова, ну, я запомнил, что нет невозможного, скажи, я человек. И поэтому всю жизнь у меня вот эти вот слова из песни как девиз. Поэтому я хотел самому себе доказать, что это я могу. И чтобы окружающие поняли, что для человека возраст не помеха. Несмотря на большое внимание к спорту в нашей республике, бег все же пока остается на задворках. И мечта Беслана Гудиева, чтобы в Ингушетии открыли спортивные школы, где будут обучать профессиональному бегу. Зарема Бекова, Рамзан Миржоев, Новости 24. Пседах, Сагапши, Сурхахи. В благотворительный маршрут сегодня отправились сотрудники Министерства труда и социального развития. В гуманитарный набор вошли не только необходимые продукты питания, но и теплые слова поддержки тем, кто рассчитывает на помощь и нуждается в совете. Подробности у Светланы Томовой. Очередную акцию проводят в честь священного месяца Маулид Министерство труда, занятости и социального развития. Более 100 семей Малгобекского района получат мешок муки и мешок сахара. Зина Пешхоева уже 20 лет живет в сельском поселении Пседах. 5 лет назад умер ее муж, и с тех пор материальное положение в их семье ухудшилось. Зина воспитывает 2 детей, сама не работает. Семья живет на пособие, которое получает на детей. По ее словам, глава администрации не забывает об их семье, но ей нужна не только материальная помощь, но и жилье. Большое спасибо, конечно, что вспоминают, что догодихат он злуш, дал абу садолш. Помочь стараются как можно большему числу малоимущих семей в республике. Им раздают муку и сахар. Также выслушивают жалобы и дают советы. Акция продолжилась в сельском поселении Сурхахи. Здесь также более 100 семей смогли получить муку и сахар. Среди них семья, в которой 7 детей, живущая только на зарплату матери, и семья человека с инвалидностью. Так, у нас в селе немало малоимущих семей. Из них сегодня мы выбрали остро нуждающихся, которые вот эта помощь реально окажется 100 человек. Значит, нам сегодня реально помогает социальная защита. 100 мешков муки, 100 мешков сахара. Мы их совместно с мечетью, с помощью имама решили, так, чтобы это было, как говорится, реально, решили отдать, кто в них остро нуждается. Акции будут продолжаться до конца священного месяца Мавлид. Светлана Томова, Майрбек Миржоев. Новости 24. Жительница Малгобека Райшат Ахильгова пытается возродить народное ремесло – изготовление изделий из войлока. Прочные, теплые и мягкие истинги, а именно так называют войлочные ковры, широко использовались в быту с древних времен. Сегодня, дав им вторую жизнь, мастерица отправляет свои творения в путешествие по всей России, знакомя таким образом с бытом нашего народа. Ильяс Курскиев изучал уникальную технику. Повсюду декоративные предметы – картины, часы, сумки, старинные кувшины. Однако больше всего в глаза бросаются ковры из войлока с красивым и сложным орнаментом. Это ингушские истинги, про которые говорят, что это узоры ингушской души. Изготовляет их Райшат Ахильгова из Малгобека в этой маленькой комнате у себя дома. По образованию Райшат швея. С национальными узорами она работает 3 года. Полузабытому ремеслу она обучилась сама. Сегодня в копилке мастера 15 истингов. Каждый орнамент несет в себе смысл. Этот орнамент, он символизировал охоту, какой-то сезон охоты символизировал такой орнамент в виде оленьих рогов. А бывает, есть у нас еще орнаменты цветочными разводами. Это символизировалось с посевом сезона, осенне-летнего сезона. Изготовление истингов – кропотливая работа. Вначале валяют овечью шерсть, затем на высушенный войлок наносят орнамент и делают вырезы. Шерсть исключительно осенней стрижки со спины. С орнаментом Райшат помогает ее брат Гирихан, который копирует древние узоры из старых книг. На создание вот такого шедевра у Райшат ушло 3 месяца. Орнаменты я беру в основном из книг. В старой книге, в 1-2 книги я выискала наши ингушские орнаменты. Основа идет оттуда. Орнаментов у нас довольно-таки немного, можно сказать. Имеют они своеобразные разводы, типа оленьих рогов. Стежок за стежком.
В руках Райшат разноцветные нити сплетают куски войлока в причудливые орнаменты. Истинг ручной работы, удовольствие не из дешевых. Стоит изделие от 15 до 30 тысяч рублей. Есть в коллекции и особенно ценные изделия. Этому истингу почти 1,5 века. Он пережил депортацию. Райшат он достался в подарок от жительницы горного села Гули. Столетия назад без истинга не обходился почти ни один ингушский дом. Узорным орнаментом украшали стену. Краски получались из растений. Со временем цветовая гамма стала более пестрой, а популярность истинга менее широкой. В случае дарения ковра истинга, в случае дарения они могли нанести такой орнамент, такой более веселый орнамент. Когда в селе в ауле обстояли обстоятельства не самые хорошие, орнамент наносился несимметричный. Он и говорил о том, что обстановка в ауле не одна из благополучных. Райшат Ахильгова пытается возродить народное ремесло. Через старинные узоры она знакомит с родной республикой всю страну. Свои работы мастер представляла на выставках в Пятигорске, Нальчике и других городах России. Однако старинное ремесло пока лишь хобби, признается она. Спроса на истинги нет даже у местного населения. Восстановить старое ремесло и популяризировать это искусство – мечта Райшат. Илья Скурскиев, Майырбек Миржоев, Новости 24. Вот такие новости. Спасибо за внимание и спокойной вам ночи.